Что такое? Да подожди ты! Я просто хочу с тобой поговорить. Ты можешь послушать. Да замолчи ты! Чтоб тебя! Нин, может, просто это знакомые? Пошли, будешь сидеть и мучиться. Женщина, подождите. Женщина, подождите. Нина, Женщина, Нин, подожди. да подождите вы. Помощь нужна? Не трогайте меня. Что вам нужно? Слушайте, Вас Олег послал за мной следить? нет, мы сами следим за Олегом. Зачем? Я его жена. Мы расстались год назад. Да долго ваш роман длился? 3 года. Он говорил, что у него больная жена. Что? И он не может с ней развестись, пока она не выздоровеет. Нина, А потом я поняла, что он просто голову мне морочит. И послала его, а сегодня он явился. Дашунь, тише. не трогай меня. Хорошо? Скажите, а вам правда малыша подкинули или он опять врет? Правда. Сообщения он вам какие-то посылал? Вы рожали от него ребенка или Никого нет? я не рожала. Я давно заблокировала его номер. Слушайте, может, у него в городе кто-нибудь есть, не знаете? Откуда я знаю? Разбирайтесь сами с этим козлом. Вообще. Дашунь, Даш, давай мне ключи, я поведу, а ты успокоительное примешь. Да я спокойна, Нина. Я спокойна. Как это вообще может быть? Я не понимаю. 7 лет мы с ним жили. Он не изменял направо-налево. Это вообще 3 года с ним. Дашунь, мы домой едем, да? Дура Дашунь? верила. Да, мы едем домой, правильно? Значит, ты едешь, я отвезу тебя на вокзал. А я еду за ним. Зачем? Убедиться, какое количество любовниц у моего очень верного мужа. Нин, я бы тоже ему врезала. Я ничего не понимаю. У него что, в каждом городе любовница? Пошли. Он что, извращенец? Я так понимаю, что это только бывшие, а есть еще и настоящие, про которых он точно знает, что в этом году никто из них не забеременел и не родил. Ты права. Так. Ну все. Поехали домой, а? Или так и будешь мазохизмом заниматься? Поехали. Давай ключи. Все равно не в состоянии, я поведу. Приветствую. Привет. Привет. Куда пропала? Дела были. Что соседи? Поверили, что подкидыш от Олега? Да. Помирились. Теперь у них все хорошо. А ты чего грустная? Что, Олег, ты ему рассказала? Простил? Жека, у него куча любовниц. Он теперь ездит всюду, среди них ищет маму подкидыша. У кого любовница? У Олега? Я сама их видела. Всех. О, черт.
Значит, правду ты ему так и не сказала. Я не успела. Теперь уже нет смысла в этом во всем. Прости, я втянула тебя в это. Привет. А что происходит? Что происходит? Я развожусь с тобой. Это, кажется, твое? Это тоже ты покупал. Ты чего? Это все из-за этого глупого, явно ошибочного теста? Я следила за тобой. Что? Я видела всех твоих любовниц. Нинка надоумила. Ты думаешь, я такая идиотка? Я сама не могу додуматься. Все, забирай, пошел вон. Даша. Даша, послушай, пожалуйста, внимательно. Все не так, как ты навоображала. Да неужели? А как? Да эти женщины, они для меня ничего не значат, понимаешь? Это прошлое. Я встретил тебя, полюбил, их бросил. А мне кажется, было по-другому. Это они тебя бросили. Потому что поняли, какая ты сволочь. Так, вот ты сейчас договоришься. Ты чего? До развода? Так я сама тебе с удовольствием его дам. Или что, может, ты пить меня начнешь? Спокойно, спокойно. Мы все решим цивилизованным образом. Давай цивилизованно пойдем в ЗАГС и разведем. Нет, нет! Стоп! Развода не будет. Ты что, хочешь мне карьеру поломать? Ничего, что ты мне жизнь поломал. Да неплохая у тебя, между прочим, жизнь. И будет еще лучше. Я с тобой жить не буду, и точка. Я тебя услышал? Тогда давай сохраним брак фиктивно. Сейчас. Даша, у меня Динеш. Ты его видела. Если я разведусь, то все, это конец. А я готов тебе платить. Каждый месяц $300 вместо твоей этой вот зарплаты, на которую не проживешь. Плюс к ней это будет очень даже неплохая сумма. Да? Очень хорошо. Ты слышишь, что ты говоришь? Ты что, покупаешь меня? Как этих своих? 500. 500 и никаких сексуальных обязательств. Убирайся. Пошел вон. Убирайся. Давай. Квартиру мои родители покупали. Ты не имеешь на нее никакого права. Так я тебя засужу, поняла? Тебя и твою лабораторию. Что? Что слышала? Что, страшно? Я найду лучшего адвоката. И вашу Шарашкину контору под плинтус закатаю. У меня есть все основания. Незаконный забор генетического материала у меня раз. У подкидыша 2. Тест ты сделала нелегально, то есть мимо кассы 3. Да и вообще твое заключение не имеет никакого законного основания. Это подлог, это преступление 4. Ты с работы пробкой вылетишь вместе со своим этим лаборантом, дружочком. Ты не сделаешь этого. Не сделаешь, скандал коснется и тебя. Поверь ты мне, если я лишусь должности, догорело все огнем. Ну мы договорились? Или мне уходить? Черт с тобой. Оставайся.
трогай меня. Как скажешь, любимая. Спать на диване будешь? Да, солнце мое? Милая, пора ехать. На работу опоздаем. А я еще не готова. Ну ладно. Анжела. Да, это Даша, привет. Я понимаю, это слишком нагло с моей стороны, но у меня к тебе еще одна просьба. Даш, быстрей. Даша, у них скоро закончится совещание. Быстрей. Спасибо. Нашла? А что конкретно ты ищешь? Может, мне на глаза попадется? Да, так, один документ. Слушай, что у вас там вообще происходит? Вы наследство какое-то делите? Типа того. Спасибо тебе еще раз за помощь. Прости, больше я тебя не потревожу. Пока. Ну, пока. Нашла бланк, дорогая? Нет. И не найдешь. Ключи. На выход. Домой. И больше меня не зли. И ты смирилась. А что мне остается делать? Плюнуть на все и разводиться. Нельзя из-за угрозы увольнения жить с манипулятором и предателем. Одним увольнением дело не ограничится. Олег раздует такой скандал. Под ударом окажутся все сотрудники лаборатории. Заявят, что у нас постоянно незаконные тесты проводятся. Пришлют комиссию, начнут расследование. Не дай бог, выяснится, что результаты теста были подделаны. И что отец подкидыша Валерка. Пасечники разведутся. Нас с тобой вообще уволят, что мы не сможем нигде работу найти после этого. Даш, ты нагнетаешь. Неужели твой Олег настолько подлец? Настолько. Ты хочешь убедиться в этом? Я нет.
И что дальше? Всю жизнь будешь терпеть мужа-придурка? Надеюсь, что Олег уже скоро получит свое повышение, ему будет неважно, женаты мы или нет. Мы разведемся, не афишируя ничего, и все. Здравствуйте. Добрый день. А я вот еще принесла малышу. А где он? В больницу забрали. Как в больнице? Что-то серьезное? Обнаружили пилоростоноз. Сужение привратника желудка. Будут готовить к операции. Как операция? Он же маленький такой. Но по-другому эта аномалия не лечится. А если ничего не сделать, малыш может погибнуть. Олег, мне нужно с тобой поговорить. Дарья, мне сейчас совсем не до разборок. Олег, это очень важно. У меня проблемы на работе. Есин, зараза, вообразил себя эффективным менеджером. Представляешь? Устраивает тимбилдинги, мозговые штурмы. И знаешь что? Динеш уже сомневается в моей кандидатуре. Вот черти, блин. Олег, это очень важно. Это касается ребенка. Какого ребенка? Олег, сына твоего. Ну и что с ним? У него аномалия развития желудка. Я была в больнице, разговаривала с врачами. Он сейчас в реанимации. Его собирались готовить к операции, держать под капельницами 3 дня. Но началась какая-то жуткая пневмония. В общем, он очень в тяжелом состоянии. Олег, послушай меня, ему нужна помощь, лекарства, деньги на лекарства. Поможешь? Ты навещала моего сына? Ну, конечно. Я думал, ты его ненавидишь. Олег, как можно ненавидеть ребенка, да еще в таком тяжелом состоянии? Я все понял. Ты скучаешь по мне, да? Поэтому к нему поехала. Олег, думай, что хочешь. Ты деньги дашь? Конечно. Все, что пожелаешь. Иди сюда. Ты что делаешь? Мы же договорились с тобой. Смотрят. Нинондра, сумку забыла? Привет. Привет. Привет, соседи. Пойдем в кино. Идем. Говори, какие лекарства. Вот весь список. Я тебе сейчас прочитаю. Анжела, вот так. Все? Крепим. Ага, да. Так. Как? Чуть-чуть выше правой, да. Правее. Нормально? Ага, хорошо. Да. А что это? Здравствуйте. Мы с женой пытаемся помочь этому ребенку. Он круглый сирота, тяжелое заболевание, требуются деньги на операцию. Вот решил бросить клич среди сотрудников, собрать необходимую сумму и спасти жизнь этому малышу. Charity. Да. Благотворительность – это священный долг любого человека. Здорово. Я тоже хочу помочь этому ребенку. Спасибо. У вас очень доброе сердце. Я дома. Дашунь, ты где? Привет. Смотри, собрал кучу денег для нашего малыша. Поедешь завтра со мной в больницу? Что значит нашего? Ты же хотела ребенка. Стоп, это запрещенный прием. Даш, погоди. Слушай меня внимательно. Понимаешь, меня осенило. Это же наш шанс. Наш с тобой и Витин. Какой Витя? Мальчик. Пусть он будет Виктор. По жизни победитель. Если не нравится, выбирай любое другое имя. Олег, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Давай его усыновим.
Я думаю, ты в курсе, что я не нашел его мамашу. Это была какая-то мимолетная интрижка. Ах, подробностей своих похождений мне вообще мало интересно. Я знаю, прости. Но ребенку нужна семья. Он совсем один, и он такой маленький. Ему нужна забота, тепло, любовь, в конце концов. Даш, ну кто, если не мы? Если ты таким образом пытаешься меня вернуть, то напрасно. Нет. Я хочу спасти сына. И обеспечить ему достойную жизнь. Даш, я хорошо тебя знаю. Ты будешь самой лучшей в мире мамой. Ну подумай. Тяжело больного ребенка никто, кроме нас, не возьмет. Он останется один. А я уже позвонил в органы опеки, договорился. Завтра нас ждут. Нет, если тебе все равно, я отменю, это не проблема. Подожди. Я согласна. Ты ненормальная? Мазохистка? Не смей ставить на себе крест. Рано или поздно разведешься с этим своим уродом. Встретишь нормального мужика. И сможете тогда установить другого малыша. Я нужна этому малышу, а не другому. Это Олег тебе внушил? Манипулятор хренов. Нет, я сама так чувствую. Я вмешалась в жизнь этого малыша. И я несу за него ответственность. Непонятно? Непонятно. Ну, совершила ошибку, со всеми бывает. Что теперь, всю жизнь за это расплачиваться? А ты правда считаешь, что ваш ребенок будет счастлив в этой вашей фиктивной семье? Что ты орешь на меня? Я всю жизнь с Олегом прожила. Может быть, я только сейчас понимаю, как сильно им дорожу. Ты серьезно? Мазохистка, делай, что хочешь. О, давай. Садись, поехали в органы опеки. У меня есть еще время, я сама доберусь. Так, Дарья, давай ты не будешь демонстрировать независимость. Нас должны видеть вместе. Помнишь? Садись. Помню. Да, кстати, и давай пока не будем говорить никому, что ведь и мой сын, хорошо? Ну, мало ли инспектор начнет копаться в прошлом или на работу позвонит, сама понимаешь. Понимаю. Хорошо. И, кстати, Нинке скажи, чтобы она никому не проболталась, а то она со мной отказывается общаться. Скажу. Вы знаете, мы вместе уже давно. И уже 5 лет пытаемся завести своего ребенка, но, увы. И поймите, как только мы увидели этого подкидыша, мы оба в него буквально влюбились, понимаете? Глупо признаться, но между собой мы уже называем его сыночком. А вы в курсе, что мальчик тяжело болен? Разумеется. Разумеется, никакие трудности нас не пугают. Деньги вообще это не проблема. Мы же все собрали вот на операцию, на лекарства. Все это передали врачам. Если надо, поедем за границу. Ну, за границу в ближайшие месяцы не получится. Усыновление – это очень длительный процесс. Вам понадобится собрать массу документов, закончить курсы будущих усыновителей, пройти собеседование с нашими психологами. И это только в том случае, если не найдется в ближайшие месяцы мать. Очень жаль. Мы вообще-то надеялись усыновить его уже завтра. Но надо так надо. Значит, запасемся терпением и сделаем все, что вы скажете. Правда, любимая? Нет, Даш, я не могу понять. Мало того, что ты… Осторожно. Мало того, что ты ему все измены простила, так ты еще и его ребенка решила усыновить. Ты святая, что ли? Нин, ты знаешь, как сильно я хочу ребенка. Ну не от любовницы же мужа. Ладно, все, я молчу, а то мы опять поссоримся. Я только одного понять не могу. А как он тебя уговорить-то смог? Он тебе что, золотые горы обещал? Или что, не изменять никогда? Я сама от себя этого не ожидала.
решила дать Олегу второй шанс. Не, ну ты точно святая? Здравствуй, малышка. Как поживаешь? Да, я тоже соскучился. Угу. Может, увидимся? Давай, я заеду сегодня. Да. Я приеду, да, моя хорошая, конечно. Конечно, да, я и целую тебя, крепко целую. Давай, пока. Что? А ты не понимаешь. Что не понимаю? Ну как, меня из спальни выставили, секса у меня нет. А мужские потребности есть? Нет, конечно, если ты Не хочешь. трогай меня, не хочу. Ну, тогда я правда не понимаю, в чем дело. А ребенка как ты собираешься воспитывать? Он подрастет, узнает, что у его папочки куча любовниц. Об этом ты подумал? Дашенька, если его мама не будет кричать о том, что у папы куча любовниц, он ничего не узнает. А, кстати, я записал нас на курсы молодых родителей. Что? В эту пятницу вечером. Пометь себе. Спасибо, что предупредил. А если у меня дела? Какие у тебя дела? Свидание? Твое дело. Стоять! Кругом. Помоги мне с галстуком, пожалуйста. У меня сегодня важная встреча. Я должен быть безупречен. Олег Борисович, вот отчеты, которые вы просили. Спасибо. А как малыш, ему уже лучше? Вы знаете, тяжелое состояние. Я верю, что он выкарабкается. Мы с супругой решили его установить. Правда? Какие вы молодцы. Спасибо. Анжел, я только попрошу, пожалуйста, между нами никому. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я таким образом пиарюсь. Конечно, я никому. Спасибо. Олег Борисович. Я никому. Старик, это правда насчет ребенка? Ну да. Олег, поздравляю тебя. Это так круто, что вы решили спасти малыша. Светочка, ну кто если не мы, да? Ты же понимаешь. Этим детям нужны именно. Давай потом. Ой, извините. Поздравляю. Благодарю. Свет выключи, что такое? Сработало! Что сработало? Пьяный, что ли? Тють-тють. Короче, Динеш узнал, что мы усыновляем малыша. Есин в пролете, а я
Вуаля! Новый директор компании. Подожди, я не поняла, ты ради этого ребенка усыновил? Какая ты скучная баба, Дашка. Ну, порадуйся за мужа. Я за тебя рада, это все? Все. Это не все. Послезавтра Динеш улетает. Поэтому завтра я пригласил его к нам в гости. Как гости, зачем? Благодарить человека за назначение. А я здесь при чем? Веди его к одной из своих любовниц. Сбавь тон. И веди себя прилично, чтобы вечер получился не хуже, чем предыдущий. Ты поняла? Я ничего готовить вам не буду. Нинка пускай приготовит. Она вам не кухарка. Закажи что-нибудь. Так, значит, ты сейчас сама все закажешь в ресторане, понятно? Вот тебе карта и улыбайся. Я прошу тебя, улыбайся. Я хочу взять няню. О, это ни к чему. Послушайте, у нас есть четкий план. Как только мы берем малыша, Дарья тут же уходит с работы. Она сможет заниматься домом, малышом, семьей, а я, в свою очередь, полностью, всеми своими силами отдамся развитию нашей компании. Дарья? I don't think she likes that idea. Мне кажется, ей это не нравится. Она... Вы что? Это вообще ее идея. Она сама это предложила. Правда, любимая? Yes. Дарья, что это было? Я, кажется, просил тебя быть приветливой, а ты сидишь весь вечер с кислой миной. Ты за меня будешь решать, работать мне или нет? Да на кой черт нам нужна эта няня? С твоей нищенской зарплатой, вот ей-богу, лучше сидеть дома. Тебя забыла спросить. Ну, я понял, да. Ты мне просто завидуешь? Тебе жалко, что у меня пошел карьерный рост, и ты пытаешься все испортить. Что ты несешь? Корчит из себя барина. На, убирай за ним сам. Что? Да ты... Неужели скандал? Петренки? Все, с меня хватит. Стоять! Надоело. Куда собралась? Так не пойдем. Ты никуда не пойдешь. Пусти меня, я сказала. Пусти. Кто там? Свои. О, привет, ребят. Олег, а что у вас случилось? Да ничего, все в порядке. А где Даша? Глухие, Даша! Даш! Что случилось? Даш, ты в порядке? Ты жива? Все хорошо, все в порядке. Ребят, Ничего себе, все в порядке. чего, ребят? Там мы просто ужинали. Дашка споткнулась и за скатерть схватилась, а посуда об пол. Хлопысь. А вы что подумали? Подумали, что мордобой. Вообще да. Ну, какой у нас мордобой может быть? И мои две возьми, пожалуйста. Ну-ка, замри. Чего? Это что такое? Он тебя бьет? Нет, я сама ударилась. Не ври, это следы от пальцев. Зачем ты терпишь этого подонка? Не твое дело. Пойду поговорю с ним. Жень. Жень, не надо! Зубрицкий, ты куда? По делам. Женя, подожди! Даша, что происходит? Да стой! Стойте. За той машиной. Да. Распустил ты сотрудников, Иваныч. Не говори, Михалыч.
Спасибо. Thank you. За мной. Ну что, я вызвала такси? Так, никакого такси. Я сам отвезу в отель, потом в аэропорт. Такси отменяй. Позвольте вручить от нашего коллектива. Браво! Мужчина, вы куда? Олег! Может, я на пару слов? Ты видишь, я занят. Пожалуйста, очень надо, давай отойдем. На минуту. Так, Что ты хочешь? я за Дашу. Я сейчас... Что происходит? Это какой-то сумасшедший. Сейчас его уведут. Босс, все Вы босс этого подонка? Женя, отпустите Да. его. А вы кто? Охрана, уведите немедленно. Я Его, коллега его оставьте жены, его. он ее бьет. Оставьте его. Это правда? Конечно, неправда. Какие-то выдумки. Что ты молчишь? Покажи мне свои руки. Покажи. Это правда. Да не верьте, они любовники. Это я жертва. Олег, ты уволен. Как? Господин Динеш, подождите, ну все объясню. Вам это просто так с рук не сойдет. Оба пожалеете. Он едет за бланком. Подаст в суд на лабораторию. Понимаю. Попробуем перехватить. Вроде не домой едет. Не домой. Догадываешься, куда? Он сюда повернул. Черт, упустили. Кажется, я знаю, куда он собрался. Что за черт? Простите. Может, что-то срочное? Да, Даша. Привет. Привет. Скажи, Олег у тебя не просил ничего спрятать? Нет, ничего не просила. А что? У меня к тебе дело будет. Очень важное. Если все-таки Дашка от меня уйдет, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поэтому открыл специальный счет в банке. Вот здесь все документы. Пускай у тебя полежат, ты там спрячь куда-нибудь. Ну, если разведемся, отдашь ей. От меня она ничего не возьмет. А от тебя возьмет. Пожалуйста, не ври, это очень важно. Валер, он украл у меня бланк с тестом ДНК. У меня у лаборатории будут неприятности, пожалуйста. Нет, ну бланк он мне никакого не давал. Валер, ну мы же еще не закончили. Да, сейчас. Ну, Валер, Сейчас. долго еще ждать? Валер. Можно, пустите, я почти родственник. Девушка, да я на одну минуту. Ну, что ж такое, Валер, помнишь? Валер, дай Выйдите немедленно! Валер, дай сюда папку, пожалуйста. Выйдите! Дай, Секундочку. девушка, Валер, сейчас. Сейчас в коридоре, да? Она, папочка. Светочка, тихо. Все. Я прошу прощения. В коридоре. Спасибо, извините. Беги. Давай. Спасибо. А где бланк? Какой бланк? Тест на отцовство. Ты же говорил, там банковский счет для Дашки. Дружище, я тебе потом все объясню. Это какая-то важная улика, понимаешь? Я не видел бланка никакого. Может, уборщица выбросила? Ах ты предатель. Я тебя другом считал. Да в гробу я видел таких друзей.
Даша, вон. Давай, иди. Руки. Руки. Это я тебе должок вернул. Вы что себе позволяете, работнички, а? Сбежали в разгар рабочего дня. А это что такое, а? Ты с кем опять дрался? Вот только не надо. Не надо мне рассказывать сказки про недовольных анализами клиентов. Что, опять из-за нее? Слушайте, у вас ваш роман, что ли? Нет. А что? Я жду объяснений. Родион Иванович, У меня пытались отобрать очень важные документы, а Женя меня спас. Ты получил по лицу. Значит так, Даша, берите отпуск и приведите себя в порядок. А то вечно на вас нападают. А вот ты, Зубрицкий, ты будешь работать 2 недели без выходных. Это несправедливо. Справедливо? Я согласен. Тоже мне герой. Дашуль, почему он взял твою машину вместо своей? Он ее продает. Слушай, как продают? Это же подарок. Мы разводимся, он хочет собрать все свои вещи. А подожди, она разве не на тебя оформлена? Мне все равно. Пусть забирает все, что ему принадлежит, и уходит. Знаешь, ты молодец. Правильно. Самое главное, что ты решила послать этого козла. Все, ты не расстраивайся. Знаешь, что завтра? Разводитесь. Это все очень сильно усложнит. Вам придется по новой собирать документы, проходить собеседование. Да и вообще это... Ну, хоть какой-то шанс у меня есть. Я могу себя обеспечить. У меня квартира есть. В конце концов, я здорова, вредных привычек нет. Но закон не запрещает одиноким гражданам усыновлять детей. Но, как правило, в приоритете у нас только полные семьи, понимаете? Я понимаю. Но ребенок мне уже как родной. Вы это понимаете? Пожалуйста, ну хоть что-нибудь можно сделать? Мы попробуем. И учтем ваше участие в судьбе мальчика. Думаю, для начала нам нужно будет оформить опеку. Хорошо. А уже потом, через несколько месяцев, приступать к процедуре усыновления. Тогда будет больше шансов, что суд примет положительное решение. Угу.